Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Алаш идеясы қазақтың мемлекеттік, елдің ұлттық идеясы. Өйткені алаш халқымызды бесігінде тербетіп, есейіп ажалын тартып мінгенде бойына күш-қуат және сенім берген ұлттық идея. Алаш ұлттың өзін бөлінбес тұтас жер, яғни территория ретінде сезінуі. Алаш ұлттың аспан асты, жер үстінде өз орны бар ел ретінде өз еншісі мен үлесін анықтау харекеті. Зиялылардың алаш атауын таңдауы да жайдан жай емес еді. Алаш жаңа елдігіміздің, байырғы аймағымыздың рәмізі еді. 20 ғасырда қазақтың азаматтық тарихында ең ұлы идея қайсысы десек, ол алаш идеясы деп жауап беруге болады. Партия «Алаш» – общественно-политическое национально-освободительное движение, объединившее казахскую и киргизскую интеллигенцию, созданное в 1917 году журналистом и публицистом Алиханом Бөкейхановым, лингвистом, поэтом и переводчиком Ахметом Байтурсыновым и писателем Муржакупом Дулатовым, примыкавшая по идеологии к партии кадетов. Председатель партии Алихан Бөкейханов, официальный орган партии газета «Казах», ликвидирована большевиками и прекратила существование в 1920 году. История партии. Образованная из группы членов партии кадетов, этнических казахов, оформившаяся во время событий 1905 года. На первом всеказахстанском съезде, в то время это Всекиргизский съезд, проходившем в Оренбурге с 21 по 28 июля 1917 года, произошло организационное оформление партии «Алаш». На этом же съезде были приняты решения по 14 вопросам, в том числе таким как ключевым, как форма государственного устройства России, Республика казахских областей, землеустройство казахского народа, отношение к религии, вопрос о положении казахской женщины и подготовка выборов в учредительное собрание. Проект программы партии «Алаш», опубликованный перед выборами в Учредительное собрание России, ставил в качестве первоочередных задач всеобщее избирательное право, пропорциональное национальное представительство, демократическую Российскую Федеративную Республику с президентом и законодательной думой, равенство республик, входящих в состав России, демократические свободы, отделение церкви от государства, равноправие языков. В ноябре 1917 года на выборах в Учредительное собрание партия «Алаш» получила большинство голосов и 43 депутатских места. По количеству голосов, полученных на выборах в Учредительное собрание, «Алаш» занимала 8-е место среди полусотни партий, существовавших в России накануне Октябрьской революции. На втором всеказахстанском съезде в декабре 1917 года была провозглашена Алашская республика и сформирован Временный народный совет, которому присвоено наименование Алаш-Орда, предусматривая последующее утверждение Конституции Алашской республики Всероссийским учредительным собранием. Историография движения «Алаш», объединившая исследования партии «Алаш», Алашской автономии и Лашардинского правительства, началось публикациями в 1919-1920 годах, авторами которых были Ахмет Байтурсынов и Сакен Сейфуллин. В еженедельнике «Жизнь национальности» в статье Байтурсынова «Революция и казахи» впервые были проанализированы причины возникновения движения «Алаш», имеющие целями консолидировать казахский народ, остановить разгул анархии после Октябрьской революции. В статье о киргизской интеллигенции Сакен Сейфуллин выступал с критикой движения. С начала 20-х годов в печати постоянно появлялись публикации сторонников и критиков движения. В 1925 году начались гонения на участников движения. В 1929 в Кызылорде вышла книга «Алаш-Орда» Мартиненко с отрицательной оценкой движения «Алаш». В 1930-32 годах начались репрессии против активистов движения «Алаш». В 1937-38 годах многие были расстреляны как враги народа. С 1991 года восстановлением исторической достоверности о движении «Алаш» занимаются многие историки Казахстана.